Молчаливая акция в Киеве на Софиевской площади почтили память первой жертвы российской агрессии в Крыму Ришата Аметова. В акции приняли участие несколько десятков человек. Подробнее в сюжете. В руках картонные фигуры людей. На них имена крымчан, выступавших против аннексии Крыма. Без речей и лозунгов, лишь тишина. Так активисты почтили память первой жертвы оккупационной власти Ришата Аметова. Ришат Аметов стал символом борьбы Крыма, одним из символов борьбы Крыма за то, чтобы быть в составе Украины. То, что сделали с ним, сегодня пытаются делать с каждым из нас, с крымчанами, с украинцами. Поэтому мы не должны забывать о том, что произошло. Мы не должны забывать, что аннексия Крыма не была бескровной, что она на самом деле у нее были жертвы. После аннексии все, что связано с крымскими татарами, стало символизировать дом. Поэтому для меня это очень еще и эмоциональная вот такая вещь. Флаг крымских татар, я уверена, что Крым будет Крымско-татарской республикой, и так должно быть. 2 года назад Ришат вышел на одиночный пикет в знак протеста против оккупации полуострова России. Так называемая самооборона увезла его в неизвестном направлении. Позже его нашли мертвым со следами пыток. Виновные в его смерти ходят на свободе, рассказывает друг семьи Лірані Хайбулаєва. Знайдені люди, які забирали з центральної площі Ришата Аметова у машину. Відоме їх ім'я, прізвища, але вони по слідству проходять як просто участники. Сказать, что их преследуют, нет, конечно, такого нет. Есть подозрение, что их прослушают, потому что необычно как-то себя ведет мобильный телефон Зарины. Иногда какая-то непонятная машина появляется в нашем районе. Ришату Аметову было 39. У него в Крыму остались вдова и 3 малолетних детей. Протест перед оккупационным советом министром стал последним в его жизни. Он доказал, что и один в поле может быть воином. Поки буде жив хоча б один кримський татарин, тема Криму не зникне з інформаційного простору ні України, ні миру. На жаль, не так багато робиться ні українською владою, ні міжнародним суспільством для того, щоб Крим був визволений якнайшвидше. Насамперед я хочу подякувати народові України. Сьогодні хедлайнер того, що сьогодні називається визволенням Криму. Ришат Аметов був борцем, він боровся за справедливість, і він вийшов тоді на одиночний пікет і зміг, на жаль, таким шляхом, своєю смертю, але довести, що це можна робити. Кожна людина на своєму місці, будь-то він живе на окупованому півострові, в Україні, в будь-якому іншому куточку світу, може щось робити для Криму. За период аннексии в оккупированном Крыму, по информации Крымсоц, 7 человек были найдены мертвыми и 13 пропали без вести. Эльвина Сидулаева, Асан Иминов, Заман, АТР.